Президент Садыр Джапаров 15 апреля посетил ряд медицинских учреждений города Бишкек и Чуйской области. Он призвал кыргызстанцев к строгому соблюдению всех санитарно-эпидемиологических требований и немедленному обращению в больницы при наличии первичных симптомов коронавирусной инфекции. В Бомском ущелье с 19 по 23 апреля будут производиться работы по спуску опасных камней. Работы проводятся в светлое время суток после частичного перекрытия автодороги. Кыргыз темир жолу просит граждан заранее планировать маршрут передвижения на автотранспорте. Строительство школы в селе Озерное Аламединского района Чуйской области завершено на 75%. Об этом сообщает Госстрой. Объект был начат в октябре прошлого года. Проектная мощность составляет 375 ученических мест. На сегодняшний день подрядной организацией завершаются штукатурные работы, укладка деревянных полов, электрических установок утепления внешних стен и установки входных дверей здания. Ведется работа по внутренней отделке, внешнему фасаду и благоустройству территории. Строительство школы планируется завершить в сентябре 2021 года. Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что подал в суд на колонию, где он содержится, из-за того, что ему не разрешают читать Коран. «Дело в том, что мне не дают мой Коран, и это меня бесит. Я решил, что стану чемпионом Корана из российских политиков-не-мусульман», заявил Алексей Навальный. О приятном. На столичных клумбах начали цвести тюльпаны, которые были посажены трудолюбивыми сотрудниками муниципального предприятия «Бишкек-Зеленхоз» осенью прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба города Бишкек. И немного позитива. Недалеко от города Дуньхуан китайской провинции Ганьсу установили светофор для верблюдов. Когда сигнал становится зеленым, переходят дорогу верблюды, а когда красный – туристы. С вами была Асель Осмонова, Бирге ТВ.